Об итогах деятельности приемной главы и правительства Ингушетии за 2017 говорили на встрече главы республики с начальником приемной Фатимой Мислауровой. Так, за прошлый год в приемную поступило около 3800 обращений, что на 17% меньше за аналогичный период 2016 года. Тогда обращений было более 4000. Больше всего обращений поступило от жителей Назрановского, Малгобекского, Сунжинского районов, а также города Назрань. За 2017 год поступило 3824 обращения. За аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 4364. То есть уменьшение произошло на 17%. Такое уменьшение можно объяснить сокращением количества обращений в устной форме, то есть когда звонят по телефону или приходят непосредственно в приемную главы и правительства. По территориальной принадлежности наибольшее количество обращений поступило от жителей Назрановского муниципального района, города Назрани, Сунжинского муниципального района, Малгобекского. Сравнительно с отчетным периодом 2016 года на том же уровне остаются вопросы социальной поддержки населения, в том числе оказания материальной помощи, вопросы здравоохранения и трудоустройства, жилищного характера. Юнусбек Евкуров отметил необходимость постоянного анализа поступающих обращений, а также информационного сопровождения при их рассмотрении. Сделайте передачу с выездом на место, чтобы люди увидели. И раз там в месяц эта передача должна быть конкретно, какая помощь оказана кому, в чем она выражалась. Это раз. Это там, где нуждаются. С критикой местным органам власти или тех властей, которые не доработали это направление, а мы еще там разбираться. Это раз. И второе, показать тех, кто не нуждается в помощи, но при этом вот эти жалобы. Это второе. И третье, это категория, которая необоснованно предъявляет какие-то определенные претензии. То есть, когда человек говорит, я вот закончил экономический факультет, вы устроите меня на работу. Когда человеку предлагается там, на рынке занятости рабочие места, но он хочет только быть экономистом. Да? Это тоже какие-то необоснованные вещи, которые должны сопровождаться, по крайней мере, по линии телевидения, чтобы люди понимали, что человек требует того, что невозможно сегодня сделать. Это тоже обратить внимание. Ну и плюс та помощь где-то оказывается, кто повторно просто из этого сделал бизнес с этих обращений, кто повторно пытается постоянно на этом зарабатывать, на этих обращениях. Тоже это обратите внимание и посмотрите.